В Национальном художественном музее стартовал первый тур Кубка главы республики по шахматам. Турнир собрал 57 спортсменов, среди которых 7 международных гроссмейстеров, мастера спорта России и международного класса. Кубок главы – это один из этапов Кубка России, и лучшие участники получат зачетные очки для допуска в финальную часть. Подробности турнира у Александра Хавренко. Более полусотни шахматистов сегодня сели за доски в Национальном художественном музее. Уже второй раз музей принимает у себя участников Кубка главы Якутии по шахматам. По традиции, перед началом соревнований проведена жеребьевка, которая определила, какими фигурами начнет турнир фаворит Кубка. Здесь будут проходить также матчи, полные творчества, интеллекта, потому что шахматы – это и наука, и искусство, и спорт. Сейчас мы провели процедуру жеребьевки, то есть мы выбрали цвет для игрока, который у нас в списке значится под номером 1. Это рейтинг фаворит, то есть человек, у которого наибольший рейтинг. И, соответственно, первый номер и дальше последующие 3, 5, 7, все нечетные номера по этой жеребьевке будут играть черным цветом. Рейтинг фаворитом на этих соревнованиях является Дмитрий Кокарев, международный гроссмейстер из Пензы. Дмитрий с большим удовольствием принял приглашение на турнир. Мне все очень нравится. Я первый раз в Якутске, но, честно говоря, посмотрев репортаж о предыдущем кубке, к сожалению, тогда я не смог принять участие, очень захотел приехать. И в этом году, можно сказать, мечта сбылась. Больше люблю белыми начинать, а вот как повлияет, это уже турнир покажет. Повлиять может в любую сторону. Но вообще я ожидаю позитивных впечатлений, лично от себя все-таки ожидаю хорошей игры. Или хочу на это надеяться. Жеребьевка первого этапа непредсказуема, и за одной доской может оказаться пожилой мастер и молодой шахматист, международный гроссмейстер и начинающий спортсмен. Один из перспективных якутских шахматистов – 16-летний Владислав Жирков. Шахматами он занимается с 5 лет и не боится садиться за доску против именитых гроссмейстеров. Мне очень радостно то, что у нас проводится этот этап, потому что ты можешь мало поехать на такие этапы, и если он проводится у тебя в родном городе, это родные стены, и можешь себя показать в хорошем качестве. То, что я могу, может, попробовать сыграть с гроссмейстерами, это большой опыт для меня. Кубок главы Якутии проводится при финансовой поддержке компании «Алроса» и целевого фонда будущих поколений Якутии. Игры продлятся до 31 января, когда после розыгрыша 9-го тура мы узнаем имя победителя и обладателя Кубка главы Якутии. Кто им станет, именитый гроссмейстер или начинающий шахматист, покажет игра. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.